Как очищают воду, что происходит с отходами производства и чем топят местную теплоэлектроцентраль? На эти и другие вопросы во время пресс-тура ответили специалисты Монди СЛПК. Они рассказали о том, что уже делается для охраны окружающей среды, а также поделились планами на будущее. О современных технологичных решениях, которые позволяют заботиться об экологии, расскажет Ксения Лосева. Черные бурлящие потоки – это не производственные отходы, как может показаться на первый взгляд, а вода из наших с вами домов. На Монди СЛПК поступает 100% хозяйственно-бытовых стоков из Сыктывкара, Эжинского района, Зеленца и Выльгарта. Мутную воду с неприятным запахом здесь очищают, а затем возвращают обратно в природу. Причем после модернизации очистных сооружений, которая завершилась в 2018 году, качество отдельных показателей очищенной воды не хуже, чем в самой Вычегде. Очистные сооружения предприятия входят в число самых крупных в стране и способны перерабатывать до 240 тысяч кубов производственных и бытовых стоков в сутки. У нас 3 ступени очистки. Первая ступень – это механическая очистка. Удаляются взвешенные вещества в первичных отстойниках, это что идет уже после. Далее идет биологическая очистка, это работа бактерий, микроорганизмов. Потом идет разделение смеси бактерий уже чистой воды. И третья ступень – это доочистка, это дисковые фильтры. Мусор, оставшийся после очистки, сначала складируют здесь же, затем вывозят на полигон промышленных отходов. Совсем недавно там также завершилась модернизация. Территорию оснастили всем необходимым. Появилась новая хозяйственная зона, устроен дисбарьер для мойки колес. По периметру сформировали каналы, куда теперь уходят осадки и лишняя вода. Все собранные стоки направляются на очистные сооружения предприятия. А сами участки разделили на специальные карты, отдельно для каждого вида отходов. В планах компании на этот год снизить объемы складирования в 2 раза. На комбинате определен свой порядок по отходам. Образование отходов, они происходят сортировку, то есть каждый вид отхода сортируется по своим контейнерам. Некоторые виды отходов они утилизируются, какие-то виды отходов они перерабатываются, что-то уходит также на продажу. А это уже другой склад. Здесь хранят кородревесные остатки, которые образуются на производстве после окорки лесного баланса. Правда, долго они здесь не задерживаются, их используют в качестве топлива для работы ТЭЦ. Когда баланс ранее, допустим, приходил в цех на окорку, да, грубо говоря, там в цикле производства окорка снималась, и ее было больше, чем возможно было ее снять. То есть при наладке процесса производства сейчас достигли вот эти 7% снижения. То есть у нас сейчас самого материала щепы, допустим, идет с бревна более, чем было раньше, да, а окорки у нас менее. И также идет на сжигание. Вот так выглядит самый крупный в России биотопливный котел по сжиганию производственного сырья целлюлозно-бумажной промышленности. Отныне он работает на экологическое благо республики. В качестве основного топлива используется смесь кородревесных остатков и обезвоженного осадка очистных сооружений. Все это возобновляемые источники энергии. Монди СЛПК продолжают работать над чистой и зеленой энергией. Если вернуться к наилучшим доступным технологиям, да, на котле также имеются дополнительные установки для подачи реагентов, которые могут снижать загрязняющие вещества при их выбросах. Это такие, как бикарбонат, он подается в определенную установку в систему автоматическим путем по трубопроводам. За счет этого еще можно будет сократить выбросы в атмосферу. Благодаря запуску нового биотопливного котла использование природного газа сократится почти на 130 миллионов кубометров в год, а выбросы углекислого газа в атмосферу уже снизились более чем на 200 тысяч тонн. Впрочем, здесь, как говорят специалисты, важны не только цифры, но и сам подход. Вырабатывать тепло и электроэнергию ТЭЦ Монди СЛПК может не только из остатков собственного производства, но и других предприятий, у которых своей инфраструктуры для этого пока нет. Такая расширенная ответственность производителей – ключ к экологическому благосостоянию не только нашей республики, но и всей страны. Ксения Лосева, Олег Юшков, телеканал Юркан.